Открытие обновленной азотно-кислородной станции состоялось в рамках совещания на тему устойчивого развития племенного животноводства. Среди гостей были делегации из федеральных городов и регионов Дальнего Востока. У участников мероприятия была обширная программа. Для них провели экскурсии по банку семени, азотно-кислородной станции и лабораториям, а также их познакомили с принципом работ. Сегодня знаменательное событие не только для Якутии, не только для якутского животноводства, но я считаю, что и для российского животноводства в целом. Все, что здесь сделано, сделано очень здорово. Теперь понятно, что желание, энтузиазм и еще с поддержкой правительства республики вот дают такие прекрасные результаты. Замечательные лаборатории. Приятно то, что в основном работает молодежь. В последний раз старую станцию обновляли еще в 2010 году. Производительная мощность составляла 1000 литров в сутки. У новой станции преимущество широкого спектра и процесса. Сначала компрессор всасывает атмосферный воздух и сжимает его. Далее воздух поступает в технологическое отделение, где очищается и осушается от примесей. В финальном этапе чистейший воздух поступает в блок разделения. Он состоит из двух колонн. В первой хранится азот, а во второй – жидкий медицинский кислород. Новая станция называется Кудон-120 низкого давления с воздушным охлаждением. Эта станция является последним словом времени, инновационной, можно сказать. Да? Производительная мощность составляет 4 тонн в сутки жидкого кислорода или жидкого азота. Или одновременно сможет делать 2 тонны жидкого азота и 2 тонны жидкого кислорода. Но в следующем году у нас будет уже увеличение до 150 тонн. Специалисты у нас молодые, все прошли обучение. Выработка жидкого азота является основным компонентом, использующимся при хранении семян для искусственного оплодотворения. Перед отправкой в хозяйство республики активность семени обязательно проверяется. Согласно критериям ГОСТа, в свежеполученном биоматериале должно быть 80% подвижности для успешного оплодотворения. Один бык в среднем производит от 5 до 12 мл. Для проверки изымается миллилитр. Он и показывает конечный результат. Здесь происходит взятие биологического материала у быков-производителей для дальнейшего заморозки по следующей реализации. Более 50 голов. Сементальская порода, холмогорская, якутская. И еще есть помесь, то есть якутский со сементальской породой. Помимо перечисленных пород, в этом году из других регионов привезли новые породы – галстин и грейфорд. Буйный бык в среднем весит тонну. На станции искусственного осеменения максимально замораживают около 700 доз. Из этого объема успешно оплодотворяется около 300 коров. То есть на одну голову для успешного осеменения требуется 3 дозы. Вот в таком биохранилище находится 550 литров семени в цистерне. Азотом температура составляет минус 196 градусов. Всего хозяйство содержит 60 голов крупного рогатого скота. Ежегодно реализуется порядка 80 тысяч доз, которые хранятся в жидком азоте. Сегодня в банке семени имеется около 260 тысяч семян якутского скота. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск.